В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Одним из механизмов развития институтов гражданского общества является грантовая политика страны. Грант – это денежные средства, которые можно получить безвозвратно от государства или коммерческих структур на реализацию различных общественно полезных проектов. Участники конкурса – социально ориентированные некоммерческие организации. Как принять участие в конкурсе, мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите об участии нашей республики в федеральных грантовых конкурсах по итогам прошлого года. Ну и какие успешные у нас истории у НКО сейчас есть. На самом деле, в прошлом году республика достигла новых, наверное, для себя результатов. Впервые мы стали первыми в Дальневосточном федеральном округе по привлеченной сумме на федеральных грантовых конкурсах. И это на самом деле не может не радовать, потому что мы видим большой рост активности наших общественных организаций и впервые получили такую большую поддержку, когда у нас появились проекты-победители, которые превышают сумму привлеченных средств одним проектом 16 миллионов, 8 миллионов, 10 миллионов. То есть такие крупные победители у нас появляются впервые. Это радует. Конечно же, очень отрадно, что в Якутии всегда очень много творческих проектов, поэтому президентский фонд культурных инициатив в прошлом году особенно много поддержал проектов и на большие суммы. И это, конечно же, тоже радует. Конечно же, есть ряд проектов, которые связаны с фондом президентских грантов. Например, детские площадки в Горном районе, в Усьмайском районе, они построены с помощью фонда президентских грантов. А если мы говорим про фонд культурных инициатив, то в этом году будут съемки фильма с помощью этой организации. Также, например, если вы все посещаете библиотеку Пушкина, то те инсталляции, которые там есть, там тоже построены с помощью фонда культурных инициатив. Вот. И, конечно же, мы очень рады, что ряд частных музеев, которые есть по косторезному мастерству, по работе с деревом, они также существуют благодаря фонду культурных инициатив. Вот. И мы помним о конкурсах, которые идут сейчас. Вот, в том числе Росмолодежь, Движение первых, там тоже есть ряд победителей. Они только, скажем так, набирают обороты, эти конкурсы. Заявочная кампания пока от Якутии не такая большая. Вот, но мы рады, что у нас уже есть там 8 победителей в этих грантовых конкурсах, 4 победителя. Это тоже уже говорит о определенных достижениях. Так, какие у нас ключевые критерии отбора проектов для грантового финансирования? Самое главное, конечно же, большинство проектов подаются от некоммерческих организаций. Конечно же, если мы говорим про фонд президентских грантов, это прежде всего социальные проекты, то есть это помощь каким-то социальным незащищенным слоям населения. Именно должна быть социальная составляющая вашего проекта. Если мы говорим про фонд культурных инициатив, то, конечно же, это культура, креативная часть, то есть проекты должны, как говорится, вдохновлять на самом деле, то есть связаны с областью культуры, либо патриотического воспитания и межнациональных отношений. Вот. Что касается тех конкурсов, которые я перечислил, такие как «Движение первых», например, то там, конечно же, это связано с деятельностью этого общероссийского движения. Вот. И Росмолодежь, которая у нас стартует, например, 14 февраля, вот уже чуть-чуть осталось, вот, она у нас стартует, собственно, по направлениям, которые связаны не только с молодежной политикой, там также у нас есть туризм, межнациональные отношения, проекты, которые связаны с молодежным развитием, в частности, культуры, экологии, то есть там очень много направлений, и мы всегда говорим и призываем наших молодых людей, как в соответствии с законом это люди от 14 до 35 лет, активно участвовать в этом конкурсе, потому что физические лица без создания НКО в Росмолодежи могут подать заявку. Это очень тоже важно. Как вот правильно подготовить заявку на участие именно в федеральных конкурсах и к кому могут обратиться за консультацией потенциальные участники? Молодежь, собственно. Да, очень важно, как я всегда говорю, даже когда мы проводим наш конкурс, не тянуть до последнего времени. То есть, когда вы видите и хотите написать проект, уже сейчас можно заходить на сайты перечисленных мною фондов, организаций, изучать материалы, проходить обучение онлайн и, собственно, приходить на те обучения, которые проводит наше министерство по линии. Например, возвращаясь к Росмолодежи, 25 числа в Северо-Восточном федеральном университете мы пройдем обучение по также фонду президентских грантов. 26
26 и 27 числа мы пройдем обучение уже на Орджоникидзе 10. И, конечно же, приходить туда лучше уже с какими-то наработками, то есть черновиками проектов, чтобы получить лучшую консультацию. Конечно же, в рамках деятельности министерства есть отдел по работе с институтами гражданского общества, телефоны в открытом доступе, можно позвонить, проконсультироваться. И мы очень рады, что у нас есть общереспубликанские ресурсные центры, с которыми тоже можно проконсультироваться. Например, Межмуниципальный ресурсный центр, НКО Якутии, Единый ресурсный центр, АКФА. Они всегда готовы для диалога. Их телефоны также можно найти в интернете. Поэтому в этом плане, конечно, самое главное — это серьезность ваших намерений и заполнить какой-нибудь черновик хотя бы, чтобы было эксперту, консультанту от чего отталкиваться. Направление и тема самое главное. Да. Оказывает ли министерство у нас молодежи консультации по отчетности победившим организациям? Да, конечно же, мы оказываем по отчетности консультации. На самом деле тут тоже есть два золотых правила. Первое — это внимательно, пожалуйста, читайте свое соглашение, потому что все претензии, как правило, идут от несоблюдения тех или иных условий соглашения. И всегда лучше заранее предупредить о каких-то несостыковках, проблемах, которые у вас есть, чем потом мучиться с последствиями, скажем так. Так что тут вот эти два золотых правила, которые мы всегда транслируем. Опять же, можно обратиться к нам по документам, по отчетности. Что касается грантов главы, мы вообще их сопровождаем. Что касается федеральных грантовых конкурсов, у нас прекрасные отношения с фондом президентских грантов. Мы консультируем, можем организовать прямой ВКС именно с представителями фонда, если это требуется. Так что тут вообще проблем никаких не бывает. Вот. Но опять же, лучше заранее, если вы видите, что у вас что-то не получается, сигнализировать об этом, чем потом, как говорится, уже по итогам. Дайте пару советов желающим, может быть, как принять участие в грантовом конкурсе. Трудно сделать первый шаг, то есть я пожелал бы прежде всего решительности. И, во-вторых, конечно же, помнить о том, что проектное управление предполагает логику определенную. То есть вы делаете цель, хотите охватить определенное количество благополучателей. Исходя из этой цели, вы уже, собственно, смотрите на то, какие у вас выходят задачи. Уже под задачу у вас выстраивается календарный план, то есть как вы помесячно будете достигать тех или иных задач. И уже под задачу у вас формируется бюджет, медиаплан, СМИ, освещение. Это уже исходит из задач и календарного плана. Опять же, золотые правила тут то, что медиаплан, ну тут, наверное, даже более экспертный, должен быть на всей стадии проекта. Просто у нас некоторые грантополучатели думают, что вот когда они итоговую стадию проводят, ее только надо освещать. Надо освещать весь проект. И, конечно же, надо помнить о том, что идет цель глобальная — это помочь какой-то категории населения, например, или создать какое-то произведение искусства или музей. А уже потом идет, соответственно, задачи под это, уже потом идет бюджет, а не так, что сначала мы думаем, что мы хотим купить, а потом уже под это подгоняем все остальное. И вот это неправильно. А какие чаще всего ошибки допускают участники, ну, чтобы их потом в дальнейшем не делать? Не делать. Ну, например, вот исходя из цели, очень бывают часто, к сожалению, неконкретные обтекаемые цели. То есть мы забываем о том, что мы должны охватить конкретное количество благополучателей, не пишем вообще об этом. То есть мы пишем больше о том, что мы хотим сделать, например, но при этом, как это повлияет на категорию лиц какую-то, мы забываем об этом. Зачем? Вот. И забываем поставить сами себе конечные какие-то сроки. То есть, грубо говоря, мы хотим там, опять же, создать выставку и пригласить туда, например, детей-активистов в количестве не менее 100 человек в октябре месяце. И об этом мы забываем. Все как бы. Я тоже, как являюсь, например, федеральным экспертом Росмолодежи, движения первых, я обычно говорю, смета никогда не врет. То есть если видно, что человек шел изначально от сметы, то мы читаем, даже логика проекта соблюдена, все хорошо, задачи, цели прописаны, а потом смета вообще не про это. И думаешь, ну вот как будто ощущение, что у тебя два разных проекта. То есть по смете ты закупаешь одно, а задача у тебя как бы чуть-чуть про другое. И думаешь, ну вот как ты потом, когда даже теоретически подписывается это соглашение, будешь реализовывать этот проект.
Может что-то не совпасть? Может что-то не совпасть, бюджет проекта, опять же, у каждого конкурса еще есть свои особенности, то есть некоторые разрешают корректировки сметы, некоторые говорят, нет, вы же обязались исполнить соглашение по этим условиям, исполняйте, так что тут все индивидуально, зависит от того, какой у вас куратор, грантовый конкурс и так далее, поэтому тут тоже есть свои нюансы. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция «Знамя Победы». Можете, пожалуйста, вкратце рассказать? Да, мы очень гордимся по линии министерства этой акции, потому что эта акция была запущена 28 декабря главой Республики Саха-Якутия Айсетом Сергеевичем в Мегино-Кангавасском районе. Не случайно, потому что это родина героя Советского Союза. И мы на самом деле рады, сейчас уже акция охватила 18 районов республики, что в каждом районе такое воодушевление и именно связь поколений происходит в части патриотического воспитания, потому что у нас встречи проходят на границах, передача знамени происходит, и, конечно же, там присутствуют ветераны тыла, те люди, которые еще помнят Великую Отечественную войну, так или иначе, и, конечно же, участники СВО, которые там уже присутствуют в районе, конечно же, молодежные патриотические движения, юноармейцы. Мы всегда рады, что именно эта акция послужила таким единением для населения в районах. К 9 мая мы охватим все районы республики, цель такая у нас, и она, надеюсь, будет исполнена. И, конечно же, мы очень рады, что помимо встречи, передачи знамени происходит общение, такие диалоги на равных с молодежью, происходят определенные даже мини-парады в районах в части именно встречи, возложения цветов. И эта акция, она, по сути, мне кажется, стала очень значимой, потому что вклад Якутии трудно переоценить, потому что мы иногда забываем про то, как якутяне трудились в тылу именно во время Великой Отечественной войны. Примеры мужества, например, жителей Алданского района. И это очень значимо с помощью этой акции как раз вспомнить свою историю, потому что народ, который не помнит свою историю, мне кажется, он обречен, и именно Знамя Победы дает такую возможность. Андрей Александрович, не могли бы вы поделиться планами по развитию механизма поддержки Института гражданского общества на предстоящие 6 месяцев? Сейчас, да, очень такой насыщенный идет период. Как я сказал, у нас прошел конкурс Фонда культурных инициатив. Сейчас у нас идет конкурс движения первых до 3 марта. У нас запускается Росмолодежь гранты. У нас идет заявочная кампания на фонд президентских грантов до 17 марта. Поэтому все те обучения, которые я перечислил, я их, чтобы запомнить, еще раз повторю, что 25-го у нас в СВФУ обучение, 26-го, 27-го на Дженкидзе-10 у волонтеров наших, центры по работе с волонтерами, тоже будет обучение. И мы хотим, чтобы те, кто сейчас сомневается, возможно, кто не имеет опыта участия, эти обучения как раз, как правило, направлены на новичков. То есть, когда мы проводили обучение в январе по Фонду культурных инициатив, я спрашивал у аудитории, кто из вас впервые пришел на подобное обучение и никогда вообще не подавал заявки такого уровня. 60% подняли руки, то есть это радует. С помощью таких обучений мы как раз показываем людям, что это доступно. Мы делаем его практически ориентированным и показываем, что именно победители, такие же люди, с первого раза могут подать заявку и выиграть. И это радует. И, конечно же, летом мы запустим наш конкурс «Гранты главы», который даст возможность нашим некоммерческим организациям получить поддержку. Спасибо, Андрей Александрович, за подробную информацию. Вам спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.